Радия Хабирова. Üfile Radi Xabirov'тың портретын нефть менен түшүргәндер. В Уфе нарисовали нефтью портрет Радия Хабирова. Üfile Radi Xabirov'тың портретын нефть менен түшүргәндер. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Здравствуйте, мы начинаем разворот на «Эхо Москвы» в Уфе, и у нас в студии сегодня Лилия Клюковская, как и всю неделю. Да, Руслан Валиев и Никита Полянин. Ребят, я поздравляю вас с наступающим мужским праздником, и всех наших слушателей мужчин также поздравляю с наступающим мужским Спасибо. Праздником. Хочу напомнить вам телефон +7 927 304 10 51. Я надеюсь, что вы уже пишете, как вы сегодня будете поздравлять своих коллег, а мы продолжим наш эфир. Но я, кстати, добавлю, да, помимо того, как вы будете поздравлять, все-таки мы серьезная радиостанция, хотелось бы и ваши соображения на тему того вообще, что для вас этот праздник, да, то есть насколько он для вас важен, актуален, и как вы относитесь, в принципе, к службе в армии. Кстати, на эту тему, спойлер, да, Мы об этом, небольшой конечно, озвучу. поговорим. Поговорим ближе к середине часа, мы на эту тему даже поголосуем. Обзор прессы у нас будет, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш» с Дмитрием Михаличенко. Вчера довольно интересно получился разговор, поэтому тоже далеко не уходите. А во второй части мы опять и снова обсудим вопрос ситуации вокруг Сибая, вокруг сибайского карьера. Сегодня у нас в гостях Расих Хамитов, руководитель фонда Башнедра. Наш постоянный эксперт поделится своим мнением на этот счет. А начнем мы сейчас читать, что пишут наши сайты. Начни, Лиль. Да, я начну с «Коммерсанта». На действия адвокатов Башкирии в 2018 году поступило около 350 жалоб. Адвокатская палата Башкирии получила жалобы, и об этом сообщил на пресс-завтраке с «Коммерсанта» в Уфе вице-президент организации Ильшат Махмутов. Большая часть жалоб, по его словам, поступила от заявителей, недовольных результатом рассмотрения их дел в судах. Они связывали это с действиями адвокатов. Из 350 жалоб по 65 были возбуждены дисциплинарные производства, по результатам которых взыскания были наложены на 45 адвокатов. Остальные производства были прекращены. Вот так бывает, иногда жалобы конечно, не только на следователей и милиционеров, вообще, и на адвокатов. Пресс-завтрак, конечно, имел и другие грани, скажем, да, вот на эту тему и Рамиль Рахматов на портале ПроУФУ тоже подробный материал написал, он озаглавлен чуть более, скажем так, жестко. Двойные стандарты адвокатской палаты Башкирии. Как адвокатская палата лишает коллегу статуса за слова и бережет обвиняемых в преступлениях. Значит, журналистов больше всего интересовали скандалы в адвокатском сообществе, поэтому гостям в полной мере удалось показать политику двойных стандартов руководства палаты. Значит, президент адвокатской палаты Булат Юмадилов ожидаемо не пришел на пресс-завтрак, пишет Рамиль Рахматов. Это было правильным решением, так как с его красноречием только и спорить с журналистами. Ну, в общем, вопрос, конечно, спорный. Спорить надо ли вообще, да, может быть, отвечать на вопросы только достаточно. Значит, здесь, что бы я сказал, да, очень важная мысль. Значит, адвокатская палата, точнее, поддерживает инициативу Минюста о том, чтобы во всех судах могли представлять интересы граждан только адвокаты. Вот сейчас адвокаты должны быть в уголовном делопроизводстве. Во всех остальных случаях могут быть просто юристы. Вот. А есть инициатива сделать так, чтобы только адвокаты во всех случаях могли быть. Соответственно, количество тех людей, которые смогут представлять интересы граждан, со временем может стать резко меньше. Ведь адвокатов у нас 1700 человек в адвокатской палате республики, а юристов практикующих, вот правда разные данные, вчера я видел цифру в 40 тысяч человек, а здесь цифра, по-моему, 7 тысяч звучит, но это все равно в разы больше. Вот. Плюс услуги таких адвокатов дороже, чем просто юристов, потому что, чтобы стать членом адвокатской палаты, нужно внести как минимум там 165 тысяч рублей за получение статуса и каждый месяц делать взносы для того, чтобы поддерживать свой статус. Поэтому дело спорное, но адвокатская палата, разумеется, по мнению Рамиля Рахматова, лоббирует свой финансовый, в том числе, интерес. Но пока по-прежнему могут и юристы представлять ваши интересы. Да. Вот, значит, и, ну, в общем, более подробно о том, в чем заключается суть двойных стандартов, в материале Рамиля Рахматова на ПроУФУ также читайте.
Далее, значит, что хотел бы я на что обратить внимание, точнее. Вернуться к «Коммерсанту» хотел бы я. Треть дорожно-транспортных происшествий в Башкирии произошла из-за дефекта дорог. Это такая вот свежая статистика по 2018 году. Статистика свежая, проблемы старые. Проблемы старые, да. Озвучил эту статистику Динар Гильмудинов, глава ГИБДД республики. Состояние дорог, по его мнению, остается небезопасным. Больше всего глава инспекции раскритиковал дорожную разметку, которая в большинстве случаев отсутствует или плохо различается, а ее низкое качество наблюдается из года в год. Разметка не выдерживает срок эксплуатации. Через 1,5-2 месяца, а то и через 1,5 недели становится неразличимой, отметил он. Кроме разметки, Динар Гильмудинов указал на распространенную на дорогах республики колейность, занижение обочин, отсутствие дорожных знаков, ограждения и освещения. Ну, прям под каждым словом подписываюсь, слушай. И вам, я тоже не согласна, знаю, да. Насколько это можно исправить. По поводу разметки прям согласен. У нас есть практика наносить вот эту вот твердую разметку, как она из пластика, короче говоря, да, к концу лета, когда уже актуальность ее практически исчезает, потому что через месяц люди оденут шипованную резину, она вся сотрется зимой, это понятно почему, а вот все лето мы живем без нее. Я же временно практически профи по парковкам, поэтому я знаю, что такое вот эти пластиковые нанесения. Они, оказывается, тоже имеют некую ограниченность по температуре воздуха при нанесении. То есть там при минус 4, по-моему, уже нет вообще необходимости делать. Она просто размывается, крошится и так она. далее. И более того, мы обращались на наш лакокрасочный, надо же, что-то у меня под праздник ликероводочный вспомнился, лакокрасочный завод, и у них вообще краска, которая не может даже наноситься, у них действительно вот температурный режим не позволяет. И мы, по-моему, должны были где-то вот за рубежом покупать эту краску, но, к сожалению, не пришлось. Вот, а я, наверное, продолжу, да, очень сложная такая криминальная информация сайта УФА-1 по залогу и фото с паспортом в уфимских чатах открыто вербуют на работу закладчиком наркотиков. В редакцию УФА-1 обратилась обеспокоенная родительница. Объявление о работе курьером на первый взгляд выглядит безобидно, но только до тех пор, пока не вчитываешься в слова. Места для кладов выбираешь сам. В редакцию УФА-1 обратилась возмущенная родительница, попросила разобраться, почему подобное объявление открыто публикуется в уфимских чатах, мобильных приложениях и реагирует ли на них как-то полиция. Объявление о вакансии родительница нашла в чатике для знакомств. Вот тоже мне непонятно, что 12-летний ребенок делал у нас в чате для знакомств. Ну ладно. К слову, не слишком популярным. Тем не менее, женщина переживает, что ее 12-летний ребенок может рано или поздно наткнуться на подобные объявления и как бы оказаться вот в сложной ситуации. Предлагаю работу, большая территория, свободный график, огромная зарплата, постоянные бонусы, премии, поможем жильем, все работы оплачиваются, предлагает работодатель. Чем не работа мечты? И редакция УФА-1 просит считать эту заметку официальным обращением в правоохранительные органы. Ничего себе, да, настолько все в открытую происходит. Ну, закладчики действительно ведь очень часто, я несколько раз сталкивалась в подъездах, они существуют. Видимо, кто-то их действительно... Мне кажется. Да, ну да, они же должны откуда-то браться, как-то их надо нанимать, где-то искать, и в итоге вот оно, как все в открытом доступе оказывается. Тем временем Хозуправление Башкирии купило пишущую машинку, Лилия, для секретных документов, пишет Медиакурсеть. Пишущую машинку? Пишущую машинку, вот ни больше, ни меньше. Ее стоимость составляет 47 тысяч рублей, и поставит ее некое ООО «Кедр». В чем смысл? Значит, машинку должны поставить к концу апреля. На ней будут печатать секретные документы, сообщается в документации госзакупки. Ряд документов до сих пор создается не на электронных носителях. По сообщениям СМИ, такая практика существует в структурах Минобороны, МЧС и спецслужб. По всей видимости, это необходимо для того, чтобы секретные документы не стали доступны для хакеров в случае взлома электронной базы документов. На сайте одного из поставщиков оборудования говорится, что каждая печатная машинка имеет свой индивидуальный почерк, поэтому с помощью экспертизы можно выяснить, на какой именно машинке был набран текст. Мне кажется, ты сейчас проиллюстрировал просто фильм «17 мгновений весны», и там такие вот эти Юстас, Алекс, анкеты... И все это вот, на печатных машинках. Даже читая этот текст, в общем, такая картинка предстала перед глазами. Шпион. Это точно. Я продолжу. «Коммерсант». Доля изучающих башкирский язык как государственный в Башкирии снизилась на 1,5%. В Башкирии доля школьников, изучающих башкирский в качестве государственного, снизилась на 1,5%, и об этом сообщил на расширенном заседании коллегии Минобразования Республики в Рио министра образования Айбулат Хажин. При этом, добавил он, доля школьников, изучающих родные языки, не только башкирский, но и другие, увеличилась на почти 8%. Ну, то есть, в принципе, нормально все получается. В чем проблема? Какая динамика изучающих башкирский язык и родные языки? Он не уточнил. Вот такая вот
ситуация снизилась. Ну, я думаю, что это тоже связано, мы об этом неоднократно говорили, и отсутствие методики правильного обучения, и отсутствие учебников. То есть Кстати, когда дело я была... вовсе не в обязательном изучении, Да, когда получается. я была в Тобольске, мне очень понравилась информация, была в местных новостях, там проблема языков хантов, манцев и так далее. И мне очень понравилась одна учительница, которая сказала: я бы на месте министра образования отменила уроки физкультуры, музыки и труда и ввела бы уроки родного языка. Но мы бы учили не только учебники, но учили бы охотиться, чтобы напомнить нашим коренным жителям, как добывали пищу их предки. Так там же коренные жители, они и так живут по традиции, скажем, народов в чумах. Ну, не и в только. юртах. Там есть уже садики, в которых дети даже языка не знают. к То есть сожалению. коренные жители в том числе Да, стали да, городскими да. и живут среди, скажем так, людей из большой земли. Вот не могу не привести этот материал, он еще не в СМИ, но, в общем, Артур Асафьев, наш коллега, опубликовал в социальной сети выдержку из паблика «Сибай дыши». Пишут, значит, участники этой группы, что вчера уже, получается, в нашей группе удалось разоблачить шпиона. Как мы предполагаем, шпиона из УГМК. Но обо всем по порядку. Сегодня ряду наших активистов поступили звонки от якобы корреспондента издания «Коммерсант». Основная цель расспросов — предстоящая встреча с руководителем УГМК Казицыным. Какие вопросы мы собираемся ему задать, какой формат встречи будет, что за сход граждан, как его будут встречать и где. Вот видишь, да, что происходит, получается. То есть в ряды защитников, в ряды борцов за чистый воздух вступают те, кто... Шпионы, в общем, которые печатают на таких машинках. Ну, наверное, в общем, кстати говоря, это неудивительно, но почему бы и нет, да? То есть люди пытаются добыть информацию для того, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Ну, кстати, надо будет проверить всю эту информацию и, соответственно, дальше уже дать ее в виде публикации. Так, что еще у нас есть? Есть у тебя У что-нибудь? меня есть хорошая Давай. новость. Мы все время Пожалуйста. говорим о Татарстане и все время как бы смотрим в эту сторону. Но это такая позитивная абсолютно новость. Прыгала до неба. Спустя 2 месяца житель Татарстана нашел пропавшую собаку. Где он ее нашел? У нас в Уфе. Хозяева были постоянно на связи с волонтерами, несколько раз приезжали на самостоятельные поиски. И вчера, то есть не вчера, а уже позавчера, 20 февраля, в 3 утра одна девушка выслала хозяевам фото их собаки. Мы, долго не думая, рванули в указанную местность. Встретились с девушкой, она указала место, где ночью видела собаку, похожую на нашу. Там мы оставили машину, ходили по поселку в Зубово, искали, звали, никто не откликался. Уже собирались уезжать, когда возле нашей машины обнаружили ту самую собаку, что видели ночью. Примчались, это действительно была наша Лира. Она прыгала, казалось, до неба, увидев нас. Как она сюда попала? Собака, я не знаю, как она попала, об этом нет, собака не рассказывает, но вообще как бы приятно. Собака такая радостная и вернулась себе в Татарстан. Ну что ж, на этой позитивной ноте закончим обзор прессы и давай объявим фрагмент. Да, у нас вчера в гостях был Дмитрий Михаличенко, известный политолог, наш постоянный гость, и мы предлагаем вам прослушать фрагмент этой программы, а полностью эту программу, конечно, вы можете посмотреть и на YouTube-канале, и в Фейсбуке, и на нашем сайте echo.mskUFA.ru. Я правильно сказала. Главная тема в республике — это ситуация в Сибае. Профессор Марс Сафаров говорил, что такими темпами кризис вообще не будет решен. И вообще он видит, что проблема здесь в том, что есть интерес собственников в продолжении разработки шахт. И пока каким-то образом на уровне олигархов вопрос не будет решен, у нас проблема не решится. Так ли это? Совершенно верно. Что касается конкретно Сибая, здесь нужно говорить о роли Хабирова. Вот он любит у нас тезис этот дожимать. Маршруточников дожимать, чиновников дожимать. Вот дожимать-то нужно не людей, а дожимать нужно этих олигархов, которые откровенно не соблюдают нормы экологические по промышленной обработке вот этого карьера. Там же все есть в договоре. Одно дело пожар потушить, чтобы смог ушел. Но надо решить вопрос-то более серьезно. Сможет ли Хабиров? Кто-то запускает слухи, что он пытался встретиться вот с одним из собственников, который и Аэроэкспрессом владеет, там 17% Махмутов. По моей информации, никакой встречи не было. В этой конфигурации власти нужно четко понимать, кто такой губернатор, кто такой глава республики на шахматной доске. Так вот он в лучшем случае пешка. И вот эти олигархи, они зачастую больше влияния имеют. Пример с Шиханами это показывает. Поэтому, если вы надеетесь, как некоторые телеграм-каналы пишут, что сейчас все жесткие требования, экологические нормы и так далее, я считаю, что это маловероятно. Если Хабиров это сделает, если мы увидим, реально вот экологи будут удовлетворены тем, как работы проведены и так далее, вот, неангажированные, тогда, да, я поаплодирую и признаю свою неправоту. Но у меня сейчас преобладает скепсис. Для Хабирова, к сожалению, самое важное сейчас, чтобы все было тихо, мирно. Поэтому его больше волнует не состояние легких жителей Сибая, а состояние информационной среды.
и посылы администрации президента. Те авансы, которые были выданы Мурзагулову, информационная политика и так далее, но ведь есть республиканское медийное пространство. Там, ладно, кто-то выступает, Лилия Чанышева, Артур Асафьев, я там критически выступаю, ну так в целом все нормально. Федеральную посмотрите повестку. Там же они ни одной публикации же не дали, которая как-то их оправдывает. Это как 10-0, поражение в одни ворота. Мурзагулов в отпуске был, я понимаю, важные дела, там все как бы в Испании. Человек имеет право, заслуженный отпуск, жизнь не удалась. Но я так смотрю, у них не жизнеспособная стратегия. Информационная стратегия предполагает, что на федеральном уровне должны быть свои люди, свой лидер общественного мнения, там политологи. У Хамитова был такой политолог, с которым он работал и так далее. У этих ничего нету. По моей информации, Хабиров говорил, там, нужно создавать там работу с экспертами, экспертное сообщество и так далее. Значит, эта работа была понята таким образом, что экспертом является Шамиль Валеев. Это, оказывается, политолог у нас. Есть публика, которая читает нормальную, выверенную аналитику. Вот этого у них сейчас нет. За счет блогеров, да, они работают. Но этот ресурс, это как солдатиков выставить против бури. И их, естественно, снесет. Значит ли это, что Ради Хабиров вот в этой ситуации не пойдет к Путину, к единственному человеку, который может влиять на олигархов? Путину нет. У нас казахский эксперт один очень хороший, Марат Шибутов. Он говорит, а вы сделаете рейтинг, вот у нас Институт региональной экспертизы, сколько губернаторов за 5 лет с Путиным встречались? Он туда так быстро не попадет. Я думаю, что вот он приехал-то очень нервничал на этой неделе. И Но Комаров... это разве не тот случай, когда нужно добиться своего, попасть все-таки? Ну, вот история с Сибаем. А зачем ему? Я просто почему спрашиваю, просто Да. раз уж олигархи не слушают и не встречаются даже с главами регионов, то как он сможет решить эту проблему? Нет, он может добиться встречи. Там есть ресурсы, но только не через Путина. Другие люди. А, есть и другие все. Конечно, но круг его общения и мне так плотно неизвестен, как при Хамитове. Хамитов бы работал с Гордеевым в данном случае. Вице-премьер, который курирует промышленность. С кем там Хабиров пойдет разговаривать? Сходил он уже. И по моей информации, вот я так понимаю, что ему очень там негативно. Ну, плохо решается вопрос. Ага. То, что это попало в ряд СМИ федеральных, и Песков это прокомментировал. Посыл такой не очень хороший для Хабирова. Но не критичный. Да, он получил огромный минус. Медовый месяц Хабирова, вот он закончился в Сибае. Вот он пусть там в администрации президента объясняет, что это вот не моя проблема, это не мои только заслуги. Твиттер у меня хороший, Инстаграм. Вот если взять конкретные реакции Радия Хабирова на ситуацию, есть общение с жителями, которые сказали, что хотят выйти на митинг, реакция была очень такой острой и эмоциональной. И есть, с другой стороны, извинения, которые он принес за мэра Сибая, который оскорбил жителей. Да. Вот как это можно объяснить? Значит, что касается информации по Авзалову, информация, что его пока сдавать не будут. Я думаю, что это правильно, потому что он уже как губка впитал в себя негатив. И если сейчас его убрать, поставить нового, это как надеть новые ботинки в грязную погоду. Они тут же станут грязными. То, что он принес извинения, это правильно, все корректно. Но мы видим, как он нервничал в понедельник. Мы видим, какие у него срывы вот эти эмоциональные идут не совсем хорошо. Успех Лилии Чанышевой, на самом деле, что они подловили вот Хабирова с вот этой репликой. Там же невербалика, все чувствуется. Какое добро? Добро муниципалитет вам дает, понятно, да? Вот это с такой агрессией, с таким наездом и так далее. Ну, вокруг, наверное, нет людей, которые ему могут подсказать что-то, сказать. Он достаточно авторитетный. Я думаю, что Ахмадинуров это точно не будет ему подсказывать. Ахмадинуров будет говорить, что все правильно. Это его реакция на конкретные обстоятельства или это его жизненная позиция вот, по поводу вообще общественных каких-то И то, и протестов? другое. Чем Хабиров лучше Хамитова в глазах федерального центра? Шихан митинги не допустит и внутриэлитные конфликты. Все, вот это он сделает. С точки зрения управления системой он будет, может быть, чуть более надежным в глазах федерального центра, но вылезут новые ЧП, факторы, скорее всего, и так далее. Что касается социального благосостояния, инвестиций, я вижу откровенную ложь. По ТКО недостоверную информацию. Обвинение в том, что Хамитов давал разрешение на Шихана разработку Куштау. Они же с Хамитовым сейчас так или иначе общаются, он же там в Башнефти. Ну, у Хабирова, мягко говоря, желания общаться с ним нет. Но приходится. И он периодически вот это вот позволяет на предыдущее руководство скидывать ошибки и так далее. Это был фрагмент программы «Персонально ваш» с Дмитрием Михайличенко. Эфир полный у нас на сайте эхо-msk.уфа.ру. А сейчас мы хотим вспомнить о том, что завтра у нас 23 февраля. Это День защитников Отечества. Так этот праздник называется уже с 90-х годов. Раньше, я напомню, он назывался День Советской Армии и Военно-Морского флота. И в связи с этим мы хотим вас, дорогие друзья, спросить не о том, как вы его празднуете там, или не празднуете, а как вы относитесь вообще к службе в армии, да, вот к нынешней современной российской армии и к службе в ней. Дело в том, что вот даже на моей памяти, да, на моей жизни отношение к этому вопросу сильно изменялось. Одно было в середине там 80-х в конце, там в начале 90-х,
конце, ну и так далее, да, то есть все, вот эту вот трансформацию как бы во время своей жизни я видел среди окружающих и среди самого себя, скажем так, да, потому что это всегда менялось. Вот на сегодняшний день, дорогие друзья, служба в армии для вас это то, на что вы смотрите скорее позитивно, то есть это скорее полезно, относительно не опасно. Вот если вы все-таки оптимист в этом смысле, голосуйте по номеру 262 72 47. Если вы пессимист в этом вопросе и считаете, что служба в армии ничего хорошего не дает, и, в общем, надо стараться каким-то образом этого избегать, возможно, да, разными способами, то голосуйте по номеру 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Итак, служба в армии по призыву. Конечно же, мы об этом говорим, да, не о контрактной службе, не о профессиональных военных, которые идут, учатся и, соответственно, делают свой жизненный выбор, а именно о службе по призыву. Об обязательном долге каждого мужчины. То есть, если это действительно долг, который нужно исполнить, хотя, наверное, не будем такими, да, высшими материями рассуждать, в принципе, вот это то, что надо, да, сейчас армия всего год, негатива слышно мало, да, по поводу того, что там внутри происходит хорошее питание, хорошее обмундирование, с дедовщиной проблем нет, да, тепло, то есть... Интернет, мобильные телефоны, то есть замечательно все. Не так долго. В конце концов, для молодежи, для деревенской особенно, это очень хороший способ. Изучить русский язык, наконец. В том числе, да. То есть это возможность, ну, я не знаю, социального лифта, да, там первой ступеньки. 262, 72, 47, действительно, это то, что надо. И не нужно отказываться, нужно стремиться, чтобы дети, мальчики, юноши, точнее, да, проходили эту службу и, в общем, от нее не отказывались. 262, 72, 47. Это позитивный вариант. Нет, в общем... Несмотря на то, что в армии есть некие улучшения, в целом это не то, что нужно. Нужно вообще уходить, возможно, да, на ваш взгляд, от службы по призыву. 262 72 48. Лиль, давай. Лили военно обязаны, это первое, так. Поэтому это еще и мой праздник. Второе, я считаю, что мужчина все-таки должен служить, а государство должно обеспечить безопасность наших мальчишек. Это вот мое четкое мнение. Да, но вот на сегодня вот. Но на сегодня мы имеем все то, что ты сказал при звонке на первый телефон, потому что, ну, сыновья моих подруг уже, извините, по интернету и по мобильному заказывают пиццу на проходную, поэтому все у них там все хорошо, замечательно. Да, бывают моменты, но они были, есть и, наверное, к сожалению, будут. Это не зависит от... Ну, моменты они бывают потому и в обычной жизни, как на говорят, гражданке. Ну, в бочке меда всегда появляется ложка дегтя. Это не зависит от того, откуда ребята пришли служить, с деревень, не с деревень, из городов. Но для многих мальчишек это действительно лифт. Вырваться из какой-то глухой деревни, а некоторые потом там и остаются ведь служить, становятся дальнейшими. Для них это становится карьерой. Итоги голосования нашего короткого. И у нас цифры следующие, дорогие друзья. 25% оценивают службу в армии как позитив, и 75% все-таки как негатив. Вот такие у нас сегодня цифры. А мы уходим на перерыв, у нас новости, после этого вернемся в студию с гостем. В 7:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Пресечена деятельность международного преступного сообщества, которое вывело из России 37 миллиардов рублей в 2013-2014 годах. Об этом Интерфаксу сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержан житель московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Американская ракета-носитель «Фалькон 9» вывела на орбиту несколько космических аппаратов. Среди них израильский лунный посадочный модуль с луноходом. Как сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX, израильский лунный спускаемый аппарат с луноходом проведет на орбите Земли 2,5 месяца, постепенно поднимаясь. Затем аппарат запустит двигатели и полетит к Луне. Планируется, что он совершит посадку на спутнике Земли ориентировочно 11 апреля 2019 года. Израиль станет четвертой после России, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхности Луны. Лефортовский суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство ФСБ о продлении срока ареста американцу Полу Уиллану, обвиняемому в шпионаже. Он был арестован в России для обмена на Марию Бутину. Такое мнение в интервью CNN ранее высказывал бизнесмен Билл Браудер.
Опираясь на то, что я знаю, мы имеем дело с ситуацией захвата заложника. Преследование Пола Уиллана используется как рычаг давления в ответ на дело Марии Бутиной. Владимир Путин не хочет, чтобы она взаимодействовала с американскими властями. Он был в очень слабой позиции, и ему было необходимо улучшить переговорные возможности. Поэтому он искал заложника. Я уверен, что арест Пола Уиллана ложится именно в эту модель поведения. Браудер добавил, что Америка не должна позволить собой манипулировать, и ответом на арест Пола Уиллана должны послужить новые санкции. Глава МИД Израиля Исраиль Кац не стал извиняться за высказывание о причастности поляков к Холокосту. «Я не сожалею о том, что сказал. Многие поляки сотрудничали с нацистами», цитирует заявление Каца израильский 13-й телеканал. 18 февраля Польша из-за высказывания Каца отказалась от участия во встрече лидеров Вишеградской группы Израиля в Иерусалиме. Семья Майкла Джексона вчинила иск телеканалу HBO. Это связано с решением канала показать в марте документальный фильм «Покидая Неверленд». Он рассказывает о новых обвинениях короля поп-музыки в педофилии. По сведениям NBC, иск направлен на рассмотрение в Лос-Анджелес. Истцы утверждают, что HBO нарушает условия контракта, который предписывает не порочить честь и достоинство певца. В Москве сейчас минус 10, днем от 8 до 10 ниже нуля, снег, метель. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Ездите вокруг дома и ищете, где припарковаться? Устали откапывать машину от снега? Хватит мучиться! Есть решение! В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10. 280 10. Застройщик РСК Федерация. Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор». 2 900 900. Дорогие мужчины, потребительский кооператив «Семейная копилка» поздравляет вас с Днем Защитника Отечества и объявляет акцию. Только с 20 по 22 февраля действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев, а также дарим банщикам приятные подарки. Минимальная вносимая сумма от 50 тысяч рублей, максимальная 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. Боевой взнос 100 рублей, вступительный взнос 20 рублей, взнос в резервный фонд 20 рублей, членский взнос 20 рублей в месяц. Подробности по телефону 347 287 12 47, проспект Октября 117. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Приволжский окружной военный суд вынес приговор по делу 12 жителей Башкирии, которые признаны организаторами и участниками запрещенной в России террористической организации «Хизбут Тахрир». Мужчинам назначено от 11 до 16 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. По версии следствия, в 2015-2017 годах обвиняемые организовали деятельность уфимской ячейки организации, цитирую, посещали нелегальные собрания, агитировали других мусульман присоединиться к партии, изучали и хранили запрещенную литературу, соблюдали меры конспирации. Конец цитаты. Как сообщает «Коммерсант», большинство подсудимых вины в ходе следствия и в суде не признали. В Башкирии девушка отвела своего 9-летнего брата в лес и пыталась убить.
22-летняя жительница Кармаскалинского района приревновала младшего брата к родителям, сообщает Следком. Она повела мальчика в лес, где его раздела и начала душить проводом от телефона. После этого девушка закопала брата в снег, но вскоре сжалилась над ним и вывела к дороге. Прохожие остановились и помогли мальчику, закутали и вызвали скорую. 9-летний школьник получил обморожение ног, травмы головы, ушибы и ссадины. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по этому факту. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения подозреваемой. По данным Башинформа, у девушки есть психическое заболевание, она отстает в развитии. Дому Тихониных не вернули статус объекта культурного наследия регионального значения. Застройщик «Стройтэк» в ноябре 2018 года через суд лишил дом статуса памятника. После этого Управление земельных и имущественных отношений подало апелляцию. Судебное заседание состоялось в среду в 18-м арбитражном апелляционном суде. По его итогам было оставлено в силе решение судьи, которое лишило здания статуса памятника. Директор «Стройтэка» Айрат Вахитов рассказал порталу про Уфу, что старинное здание планируется отреставрировать, чтобы жилой комплекс «Старый центр», который возводится позади дома Тихониных, сохранил исторические ценности. Однако общественница Эльза Маулимшина считает, что теперь дом может в любой момент повторить судьбу дома Кочкина, который ПСК-6 снес в 2016 году. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе пасмурно, ветер с порывами до 14 метров в секунду, снег. Температура воздуха от -2 до +1 градуса. Сейчас за окнами снег, 2 градуса мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». В студии сегодня Лилия Клюковская, Руслан Валеев и Никита Полянин. Продолжаем наш эфир. Напомню, номер для ваших смс-сообщений +7 927 304 1051. Вы можете присылать сейчас свои комментарии, и не только, но и вопросы, поскольку у нас в гостях президент правления некоммерческого партнерства Башнедра Расих Хамитов. Здравствуйте. Доброе утро. Мы с вами виделись до Нового года, да, обсуждали вопрос Шиханов, тогда актуальный был. Ну, в общем, он и сейчас, конечно, остается актуальным, но на первый план последние месяцы вышла ситуация в Сибае. И с вами, как со специалистом, да, связанным с геологией, хотелось бы тоже эту тему обсудить. Скажите, пожалуйста, для начала, на ваш взгляд, с точки зрения геологии, что происходит с карьером? Ну, с точки зрения геологии и по истории геологии знают все. Многие знают, что те руды, медоколчеданные руды, они склонны к самовозгоранию. И история освоения вот таких месторождений всегда надо было принимать определенные меры, предупреждающие, чтобы не было открытого доступа, долгого лежания этих руд и так далее. И надо было воспринимать меры, если выработка отрабатывается, месторождения, рудные тела и так далее, они должны быть заложены, то есть в закладочном смеси и так далее. Перекрыт доступ кислорода. Да, это свойства медоколчеданных всех месторождений, особенно содержат, которые серу, к самовозгоранию. Угу. Этого не было сделано, я так понимаю, получается? Но в данном случае, когда мы в карьере отрабатывали, я все-таки отдал комбинату 10 лет, знаю это. Значит, руда, которая обнажалась, там 3 сорта руд. Это медные руды, медно-цинковые руды, серные руды. Серняк, он всегда пригодился, отрабатывался, он применялся Мелевузовским заводом химидоборения для производства серной кислоты. Но со временем
они перешли, все эти заводы перешли на элементарные серы, и серный колчедан остался невостребованным. Поэтому его старались или разубоживать другими рудами и так далее, перемешивать. И фактически те серные руды наших медоколчеданных месторождений, они сегодня не востребованы. То есть не продаются? Не продаются. Ага. Или потребляются очень мало. Поэтому подходить надо к этим рудам очень осторожно. Где там содержание серы превышает более 22%, это уже у нас такие руды. Это возьмите ущелинские месторождения, узельгинские, Долганское, Чебачье и другие наши юбилейные месторождения. Это они происходят, могут произойти такие же процессы. То есть не досмотрели, получается? Здесь проблема системная. Я уже тут раз говорил, что это как Сибайский карьер, проблема это очень лежат глубоко и системные. С момента развала в целом горно-геологической службы республики, развала надзорной системы или вот эти происходит оптимизация, ослаб контроль, надзор. И ослаб контроль, надзор за разработкой месторождения, за надзором это объектовым, на объекте и со стороны контролирующих надзорных органов. Поэтому вот тот мониторинг, о чем говорил и профессор, и я говорил. Профессор Сафаров вы имеете в виду? Я имею в виду профессор Сафаров. Такие мониторинги должны быть системные. Есть федеральный мониторинг, который охватывает и производственный мониторинг на объекте, и региональный мониторинг. Региональная система мониторинга сегодня, к сожалению, развалена нету. Вообще не существует? Да, существует, потому что надзорная или центр принятия решений, он отдален от республики. Это не вина руководства республики, это проблема федеральная. Ага, то есть сверху было принято решение сократить, оптимизировать, что ли, эти структуры? То, что касается объектового или объектного производства мониторинга, это в системе принятия решений. Опять же, у нас находится где? Свердловской области, где УГМК. Сегодня то, что Сибайский филиал, это он подрядчик. Или Сибайский ГУК, хотя он на балансе вот этот карьер и все эти остатки руды, порядка 18 миллионов тонн, которые отрабатывают подземным способом, они должны быть их не на балансе, и они должны этим заниматься. Правильно, вот я здесь уточнить хочу, как раз Марк Сафаров предполагал, что у собственников еще сохраняется интерес сохранить шахты, которые имеют там горизонтальные ходы на дне карьера, и там есть сырье, которое для них важно сохранить, и поэтому они не хотят затапливать. Ну, здесь я хотел бы акцент немножко переиначить, потому что, да, действительно, чтобы обогатительная фабрика, комбинат работал, город жил, и люди были работать, надо шахты, мы же все-таки разведали эти объекты, допустим, Сибайское месторождение, там есть понятие Новый Сибай, Нижняя Залежь, Северо-Сибайское рудопроявление, которое подготовлено или готовится для освоения. Это все в этом карьере? Это в пределах вот этого Сибайского карьерного поля, или рудного поля будем называть, потому что Камаган верхний карьером отработан, там еще ниже есть залежи, потому что у нас рудные месторождения, они состоят из двух ярусов, они принципиально, значит, и верхний ярус, который поддерживает отработки вот карьерным способом, и ниже до 600 метров это поддержать уже 600 и глубже подземным способом. То есть Сибай перешел уже в 2003 году, перешел на подземные, но никогда подземной добычи не было. И нужны были специалисты, и поэтому они привлекли и Ущелинский комбинат, где там уже это Узельгинский рудник и так далее. Ну, там шахту строило еще башкирская шахта пароходческое управление, которое есть, но они проходили все это выработки, и скеповые подъемники, и вентиляционные стволы строили, поэтому это очень опасное производство, будем говорить, самое
системой подземной трубы. Поэтому мониторинг, контроль, надзор, он должен быть постоянным. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас ситуация, которая возникла в Сибае, она, несмотря на то, что сейчас век технологии, как говорят, век кибернетики, почти 2 месяца шла до столицы региона. В те годы, когда вы работали, вы говорите, что отдали комбинату 10 лет. Были ли подобные ситуации? Или просто город молчал, и это уже хроническая ситуация с превышением ПДК? С момента отработки, начала отработки 39-х и последующих годов таких фактов не было. Потому что отбитая руда, она сразу отгружалась белазами. Сначала была даже железнодорожная откатка была, понимаете? Потом комбинированный скеповый подъемник на борту карьера было построен, современный. Вообще Сибайская карьера БМСК является, это флагманом тогда являлась в цветной металлургии. Все современные технологии применялись именно вот в Сибайском карьере. То есть то, что сейчас происходит, это в принципе результат бездействия. Да, такого случая не было в моей практике, и после меня тоже сам после этого, потому что были случаи, когда загазованность, потому что сотни белазов работали крупнотоннажных самосвалов, накоплялось определенные выхлопные газы, штилевые условия, они были всегда. И поэтому там применялись у нас специальные ветродувные установки на базе КРАЗов, устанавливали авиационные двигатели, а не те вентиляторы, которые на борту. Мне это удивило. То, что это вообще бутафория какая-то. Это не выход. И в том разговоре я подтвердил, что когда вот таким установкам она выдувалась, создавалась конверсионные потоки, и она уходила в атмосферу. Но в городе она не ощущалась, да? И тем более вот чернистого газа такого никогда не было. И вот я продолжаю хотел, но сегодня вот те меры, которые, о чем вы будете затрагивать, значит, они важны, нужны. Это взвешенные решения, но дополнительные еще методы надо применять. Привлечь сегодня надо федеральный МЧС надо. МЧС. Как вы думаете? Вот, тут как раз люди говорят, что почему бы там не взять самолеты МЧС, там Ил-76, чтобы они сбрасывали там большие объемы, как пожары тушат. Да, сегодня же они отчетливо применяются не самолета, а вертолета. Сегодня рядом есть Худолазский известняковый карьер. Там крупное производство. Вот применение для обволакивания или вот нейтрализации очага возгорания нужно именно суспензия известковой. Известняка дробленого любых фракций есть комбината. Сегодня можно точечными дополнительно вот тому методу подтопления надо применить бы, конечно, вот несколько тяжелых вертолетов и именно забрать ту смесь и именно на тот очаг. Это более, я считаю, было бы гораздо эффективнее. А почему этого не делается? Не хотят я не обращаться знаю, в МЧС? я еще в декабре же, Руслан, вы с вами об этом говорил. Конечно, затратно, может быть, но это надо применить. Везде же леса горят, тоже, да, эффективно. Самолет здесь бесполезен, потому что как сбросишь... Понятно, площадь. И так далее. Не попадешь, как говорится. Скажите, пожалуйста. Поэтому и другие могут быть способы, которые... применяется, надо обращаться и зарубежно, наверное, так и есть. И все-таки карьер будет подтоплен, залит, или это все-таки усыпление нашей бдительности? Нет, решение, принятое с привлечением специалистов, к сожалению, вот такие совещания нас не приглашают почему-то. Бывало горняков, геологов, инженеров, поэтому... Кто не приглашает, кстати, уточните? На такие совещания, где принимается вот это кардинальное решение. Кто эти совещания организовывает? Ну, это организовала и комбинат, и УГМК, я считаю, но в данных случаях мы бы могли свои предложения внести, но почему-то нас сторонятся, и даже на правительственном уровне. Я бы хотел это, чтобы и привлекли нас, которые работали в этой системе, знают, что, как. Аналог был, я говорил в прошлый раз, что такой аналог был в 2011 году в Гайском карьере.
но там была открытая руда, лежала в штабелях. Вот серная на руда. Поверхности. Да, поверхность, в карьере лежала, и вовремя заметили, да, контроль, наверное, был хороший, да, и его покрыли вот теми породами, и илистыми породами, известняком и так далее. И это самовозгорание руды потушили. Вот главный тезис, наверное, который Марс Гилязович нам озвучил, что до 20 марта, до установленной Радием Хабировым даты, при нынешних темпах вопрос решить не удастся. Вы здесь можете как-то свое мнение высказать? Но я и опровергнуть, и подтвердить это не могу, не имея у себя вот тех расчетных данных исходных. Сегодня говорят о том, что ежегодно, ежесуточно будут подавать 10 и более тысяч кубометров воды, щелочной воды, да? За время вот этой эксплуатации, в целом Сибайского месторождения, там создалась вот карьер, вокруг карьера депрессионная воронка. Естественные подземные воды, чтобы могли еще помочь как-то подтопить карьер, они ограничены. То есть, если хотя мы останавливаем подземный водоотлив и так далее, конечно, он поможет. Но тот объем воды, который сегодня требуется, мне представляется, этого недостаточно. Поэтому к тому сроку, значит, чтобы надо ускорить, надо дополнительные водные ресурсы. Может быть, даже здесь подавать другие источники, хотя они далековато, допустим, пруд, комбинаты, да, пруд, ну, там далеко еще у нас озеро находится, но это затратно, но и надо применять то же самое снежные ресурсы, потому что сейчас сегодня зима, подтая нету, весеннее половодье нету еще, но надо завести себе дополнительный объем вот снежной массы и так далее, чтобы они создавали дополнительный объем для осуществления подтопления. Поэтому, когда я посмотрю, увижу это расчет, действительно, я тогда мог бы подтвердить или опровергнуть. Но хотелось бы, те меры подтопления, которые сегодня применяются, они верные, но насколько они убедили наше руководство, вот это мне пока еще я твердо сказать не могу. Вообще решать эту проблему, на ваш взгляд, кто должен на сегодняшний день? УГМК, правительство региона, федеральное правительство, чья она? Сегодня я вижу и федеральное министерство природных создана рабочая группа по ситуации Сибая и при Роснедрах. То, что принимает правительство республики и лично руководитель, это меры, они своевременные, взвешенные, продуманные, то есть постоянные выезды, контроли, это меры я поддерживаю, они так и должны быть. И то, что администрация города, и то, что население сегодня, я знаю, горожане, это горняки, геологи и те работы, которые долгие годы работали, они переживали разные времена, но они стойкие люди. Я верю своим горожанам и поддерживаю это усилие. Надо немножко, как говорится, терпение, а помочь надо комбинату. А главное здесь, кто должен ликвидировать, это, конечно, УГМК. УГМК. И вот это решение дополнительное, о которых я предлагаю, надо применить уже сегодня, параллельно подтоплению. Может, это будет гораздо эффективнее, но хотя затратно, но надо привлекать федеральный МЧС, надо. Его силы, средства. То есть даже есть смысл ввести режим чрезвычайной ситуации, на ваш взгляд? Нет, ситуации не надо, здесь же обыкновенные ликвидационные мероприятия даже производят. То есть идет ликвидация, не рекультивация, а ликвидация, консервация этой Сибайской карьеры, который он находится на балансе все-таки Сибайского ГОКа, Сибайского филиала, который должен за этим следить. Еще один небольшой вопрос. У нас есть время, хотелось бы его тоже обсудить. Вот буквально на днях появилась информация, что есть проект, который начинали еще в 70-х годах, а сейчас решили завершить по отводу части воды из Уфимки, из Верховья Уфимки в МИАС для, значит, поддержания объема воды в Челябинском водохранилище, для того, чтобы жители Челябинска этой водой пользовались.
На ваш взгляд, вы эту историю знаете? Эта история, да, знакома, да. Это насколько вообще, ну, скажем так, уместное решение? Да, не сильно ли это повлияет негативно на историю с уровнем воды в наших реках? Ну, для этого весь у нас поверхностные водами распоряжается, соответственно, бассейновое управление и структура агентства, Федеральное агентство водных ресурсов. Это решение, они должны приниматься на уровне федеральности с привлечением субъектов. Тем более это трансграничные воды. Уфа протекает от территории, вы знаете, Челябинска и так далее. То есть келейно принимать решение нельзя. Если такое решение будет принято, обязательно должны быть привлечены и специалисты, и руководство республики. Но, насколько мы знаем, Уфа подпитывается другими нашими реками, которые протекают на нашей территории. Особого вот такого забора, если бы там был бы забор воды, я думаю, не повлияет, потому что у нас аккумулирующие емкости, плотины есть, которые регулируют ток реки Белой, сток реки Белой и так далее. Но решение, если такое будет принято, оно должно быть межрегиональное, с привлечением нашей стороны. По реке Уфе-то действительно вроде пока проблем нет, но вот по Белой, да, считается, что за последние годы она сильно обмелела и, в общем, никак проблема не решается. Согласны ли вы с этим утверждением? Если да, то как решать? Все познается в сравнении. Понимаете, раньше по Белой ходили пароходы. Да. Даже. Почему происходит? Раньше был Бельский речной пароходство, Уфимский речной порт. Ходили огромные баржи, и ходили земснаряды. Они постоянно чистили дно реки. Вы же видите, островки сегодня. Это были вот эти динамические пески, они всегда намывались, они создавали, значит, препятствия судоходству. Сегодня такая работа не проводится. Но углубительная или русло выпрямляющая работа, они не производятся. Они должны... Поэтому река у нас мелеет, и, естественно, подпитка грунтовыми водами, уровень грунтовых вод снижается. Основной источник – это уровень грунтовых вод. Мы всегда ощущаем засушливые годы, да? Мы сначала весенние выпускаем, аккумулируем, но засушливые годы у нас уровень реки начинает снижаться. Почему? Потому что действительно у нас за последние годы режим за контролем подземных вод тоже не ведется. Вот что мы должны вести. А как можно на них влиять, на подземные воды, на грунтовые? Это же действительно от природы зависит. Мы же забираем все равно, воду забираем. Мы вот эти уровень подземных вод, он должен контролировать и давать какие-то рекомендации. Допустим, берега рек всегда росли, лес рос, да, где-то. Это они определенно сдерживают, то есть разрушение, эрозии и так далее. Или там несанкционированный забор воды из тех горизонтов, где есть хорошая вода. Поэтому все это влияет. Ну что ж, благодарим нашего гостя, президента правления некоммерческого партнерства Башнедра Растиха Хамитова. Благодарим всех слушателей, кто был сегодня с нами. Желаем хороших выходных и праздничного дня завтра, да? Всего доброго. До свидания. Всего доброго.